Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. От вас ничего не зависит. Все уже прописано в вашей судьбе. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, задайте вопрос от своего имени, так и спросите, что от меня не зависит, что уже прописано в моей судьбе. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой у вас характер? Характер, да, родились вы с этим характером. Смотрите, вот начну именно с этого знака. Здесь слон, который идет вперед, вернее, даже не просто идет, а как будто бы вскарабкивается и с усилием пытается поднять свой хобот. Это вы и ваш характер. Вы человек невероятно выносливый и невероятно терпеливый. И если вы чего-то хотите, вы никогда от этого не отступите, никогда не сдадитесь. Да, вы можете брать паузы. Вот если чувствуете, что сил не хватает, либо нужна какая-то передышка, да, вы можете взять паузу, но ненадолго. Потом вы возвращаетесь с новыми силами, беретесь за важное для вас дело, либо за важную задачу. Благодаря своему шикарному характеру, очень стойкому, такому, знаете, я бы даже сказала, в какой-то степени дерзкому, да, вы с самой судьбой можете поспорить. И какая вам разница, что там где написано? Вы хотите, и вы добиваетесь. Вы хотите, и вы это получаете. Несмотря на время, несмотря на силы, вы свое получаете. Вот сразу вам говорю по этому знаку. Здесь сама судьба сделает шаг назад, потому что то, чего вы сейчас хотите, а вы явно чего-то хотите, вот как мечта у вас, желание, вы это по-любому добьетесь. И еще раз говорю, не важно, что написано, важно, чего хотите вы. Благодаря своему характеру вы свое от жизни возьмете. Сама судьба аплодирует вам стоя за ваш характер, за вашу выносливость, за вашу несгибаемость, ваш стержень. Да? Вы человек из бетона, из железа, из стали. Вот прям не сдадитесь. Вот то, что вы хотите, вы сами возьмете. И от жизни, и от судьбы, и от Вселенной, и никто не смеет вам перечить. Вот такой вы человечек. Вот это вы должны знать. Судьба вам просто аплодирует, вас видят вот таким слоном, который вопреки всему, да, своего добивается. Это очень шикарный знак. Видите, пожалуйста, и мое восхищение. Но вот я, как вы, не могу, а вы можете. Вы умнички, вы молодцы. Всего добьетесь, все от жизни возьмете. Прям судьбу за бороду потрясете и все, что надо, в карман себе положите. Вот такой вы шикарный человек. Дальше, мои хорошие, теперь давайте посмотрим, что конкретно от вас не зависит, что именно прописано уже в вашей судьбе. Ну вот тут счастливый брак у меня прописан. Счастливый брак и крыша какая-то прям такая высокая крыша. Это добрая, хорошая жизнь, жизнь в достатке. Смотрите, вы у меня все разные. Да? Кто-то уже был замужем, кто-то сейчас замужем находится, а кто-то еще и выйдет замуж, да? Либо женится. Мужчина, просто переворачивайте на себя. Что вам уже предопределено, да? Что прописано в вашей судьбе? То, что вы будете счастливы. Счастливы
под крышей своего собственного дома. И пусть это сейчас не так, возможно, у кого-то прям совсем не так, и там брак может быть неудачный, несчастливый. Смотрите, вы все разные, да? У каждого своя ситуация. Но вот этот знаменатель, он общий. То есть вы к этому придете. Вы придете к тому, что вы будете абсолютно счастливы в браке, в семье, и что у вас будет вот такая шикарная крыша над головой. То есть дом, ну, квартира, дом, у кого что отыграется, у кого-то пентхаус отыграется, да, у кого-то таунхаус отыграется. Дом ваш собственный, и вы там хозяйка, полноправная хозяйка, либо полноправный хозяин. То есть, говоря хозяин, я имею в виду, что все будет по-вашему, да? Вы там генерал, главнокомандующий, а все остальные рады вам подчиняться. Вот именно такая информация идет. Но опять же, благодаря, наверное, тому, что у вас такой характер, благодаря тому, что вы этого хотите, да, вы хотите счастья, вы его обязательно обретете. Вы хотите достатка, и вы к нему идете, и обязательно придете. Да, тут уже можно сказать, что судьба вам подыгрывает. Говорит, окей, я устрою, я тебе сделаю. Но кому-то из вас прям от рождения был предначертан такой путь. Путь достигатора, путь человека, который сам себя сделает, сам себя обеспечит богатством и любовью, счастьем обеспечит, прекрасной семьей обеспечит. В общем, очень сильный знак. И тут даже, знаете, можно просмотреть стрелу, которая вот летит вверх, вот как в космос ее запускает, в небо запускает. Это вы и ваше будущее. И это будущее уже вам предначертано. Дальше. От вас не зависит, но уже предначертано то, что вы увидите муки и беды своих врагов, тех, кто вас обидел, тех, кто посмел портить вам жизнь, кто не давал вам жить, кто разрушал вашу жизнь, кто творил зло по отношению к вам и к тем, кого вы любите. На ваших глазах у кого-то отыграется, что в вашем присутствии. Но вы по-любому об этом узнаете и будете вот из первых людей, кто об этом узнает, либо, ну, очевидец, да, как я уже сказала, как ваши враги страдают и мучаются. Муки и страдания даже у вас вызовут жалость. Да? Вы пожалеете этих людей, хоть они вам, извините, в душу нагадили. Вот настолько им будет плохо, настолько это все будет ужасно, и вы скажете, ой, бедные люди, да? Ну за что им такое? За все хорошее и плохое, что они делали. Вот если бы они делали хорошее, они бы так не мучились и не страдали. А поскольку они вредили, пакостили, портили, уничтожали, кстати, не только по отношению к вам, но и к другим, возможно, людям, да, вот они понесут прижизненно такие муки и кары. И вы будете об этом знать, и вы будете это наблюдать, вы будете это видеть. И это уже предначертано, уже сама судьба это все прописала, записала. Вот это будет, и от этого никуда не деться, это уже не изменить. Даже если вы простите всех своих врагов, поверьте, от наказания никто из них не уйдет. Так должно быть, и так обязательно случится. Еще, мои хорошие, смотрите, какая вам тут рыба вышла. Шикарная рыба. Рыба, которая будет поймана. Ну, поймать рыбу – это получить большие деньги, да, поскольку мы уже крышу вашу видели. Тут как бы и не мудрено, что большие деньги придут в вашу жизнь. Я не могу вам конкретно сказать откуда, потому что, опять же, общая отсыпка. Кто-то еще бизнес свой раскрутит так, что не остановится. Деньги будут идти на голову, падать в карманы, сами прыгать. Кто-то из вас удачно женится, либо выйдет замуж. Кто-то из вас, может быть, выиграет в лотерею эти деньги, ну а кто-то по наследству получит, да. Может быть, даже какая-то компенсация за что-то придет. Но деньги очень большие, потому что рыба крупная и она пойманная, да. Вот если показали удочку, там рыба плавает, я бы сказала, будете много работать и вот заработаете. Но здесь конкретно, видите, вот она висит, да, подвешенная, уже пойманная рыба, готовенькая, вот. Пожалуйста, берите, кушайте, либо там на тараньку пустите, вот как вам угодно, как вы любите. Вот она рыбочка вам с правой стороны. Но это деньги выстраданные, это деньги заслуженные, это деньги, которые идут к вам в награду. В награду за пережитое, за испытанное, за то, чего вас лишали. Да, может быть, вы уже были при деньгах, но из-за каких-то обстоятельств, событий, людей деньги потеряли.
Вот, большие деньги, они вам по судьбе прописаны, выписаны уже даже, можно сказать. Вот эта рыба, она, видите, она ведь недалеко ушла от корня рисунка. Это даже не середина, это как приближение к середине. Мы говорим в цифрах, то где-то до 3 лет, срок до 3 лет. Но опять же, это может быть и через год, может быть через 1,5, через 2, да, до 3 лет. И эти деньги будут ваши, большие деньги. Это прям капитал идет. Да, вам они по судьбе. Еще, мои хорошие, есть какой-то человек, который много ошибался. Вот показан человек, который очень много ошибался и очень много каких-то вещей, ну, нехороших сделал. Этот человек, он будет меняться, но меняться не сам по себе, а благодаря вам. Вы для этого человека стимул и мотиватор. И здесь вот показано, что сейчас вы этим человеком абсолютно недовольны, но пройдет время, и этот человек изменится до неузнаваемости. И вы снова позволите этому человеку быть рядом, либо участвовать в вашей жизни и судьбе. Вот как на ближнем таком расстоянии этот человек с вами. Может быть, и не будет он вашим там мужем, либо другом, да, но вот общение выйдет на какой-то новый уровень. Опять же, сейчас вы этого не хотите, вы на это не согласны, потому что человек не в лучшей форме и ведет себя безобразно. Но вы тот стимул, вы тот триггер, который заставит этого человека меняться. Можно сказать, что в угоду вам человек поменяется. И вы простите, вы забудете, и восстановятся ваши отношения. Даже будут лучше, чем прежде. Именно так показали. Еще здесь прописано нянчиться с ребенком. Ребенок, либо родите, либо родится у вас ребенок, либо, возможно, это ваш будет внук-внучка, правнук-правнучка, может быть, праправнук-праправнучка, да? Ну, почему бы и нет? Смотрите, вот с ребенком дать ребенку все самое лучшее. И вот еще показано, что ребенок это будет как мини-копия, мини-версия вас. Вы в ребенке будете видеть себя. Благодаря тому, что вы будете воспитывать этого ребенка, растить этого ребенка, проводить много времени с ребенком, ваша жизнь, она в праздник превратится. Больше будет энергии, больше вам дверей будет открыто. Вот ребенок как чудо, как мини-версия вас, хотя вы будете считать, что это лучшая версия вас. И ребенок как продолжатель и вас, и вашего рода, либо вашего дела, может быть, вашего таланта. Допустим, если вы эзотерик, у вас есть способности, дар, особые специфические знания, то вы их точно передадите этому ребенку. У ребенка будет такой же дар, такие же способности, и ребенок как губка будет впитывать все то, чему будете учить. Если вы мастер, например, своего дела, да, люди разные, кто-то там шить, вязать, у кого-то глаз алмаз, да, палитру видите, кто-то из вас, может быть, обладает певческими данными, да, у вас голос там божественный. Вот у ребенка будет то же самое. Отличный знак. И вот как скрасит ваши дни, скрасит ваши будни, и жизнь превращается в радость и праздник. Вот мне идет именно так. Если вы долго пытались завести ребенка, у вас не получалось, ребенок у вас точно будет. Если вы там наследника хотите, либо наоборот девочки, да, у вас там одни мальчишки, а хочется девочку. Но вот мне идет, что вот с ребенком будете нянчиться ваш, либо ребенок ваших детей. Но вот такое чудо вас ждет, и это уже прописано для вас. Главное, что вы видите в ребенке продолжение себя, лучшую свою версию. Ребенок вот действительно много радости вам принесет. Так, еще здесь какая-то большая проблема, решится, разрешится, но решится она на определенных условиях, либо должны прийти определенные условия. Может быть, сейчас вы с чем-то таким столкнулись, на что вы никак не можете повлиять. Даже имея такой шикарный характер, да, сильный, стойкий характер, вам все равно это не дается. Здесь показывают проблему как монолит, как гора, но она состоит из таких вот прям как пазлов, да, вот все как бы сложено, спрессовано, соединено, спаяно. Вот, прям не одну шишку уже набили об эту гору, и вот хоть плачь, да, такое состояние. Здесь время вам в помощь, либо все решится со временем, причем вот что-то должно меняться, перекраиваться, перенастраиваться, изменяться, перетекать из формы в форму, что-то вот в общем, да, вот в глобальном, может быть, формате.
И смотрите, когда время придет, от этой огромной горы и следа не останется. То есть она сравняется с землей. Вообще как будто бы ее и не было. Даже, знаете, как посыл такой, что не надо разбивать голову в кровь, да, руки в кровь. Просто оставь как есть, дождись удачного времени, и эта гора, она просто исчезнет, как будто бы ее и не было. Вот именно так идет. Дальше, мои хорошие, показано, что вы где-то победите, выиграете, победите, в чем-то победите. Вас победителем назовут. Вот. И это как-то официально будет. Официально. Победа, победитель, выиграть. Не могу вам точнее сказать, но у вас что-то вот останется. Может кубок, может быть медаль. Что-то у вас будет, что будет вам напоминать. Вот это ваша гордость. Тут вы и сами себе докажете, и всем, кто вас окружает, что вы действительно по жизни победитель. Вот реальное подтверждение у вас будет. Эта победа прописана. Очень, кстати, громкая, яркая, но нелегкая, скажу так. Да, придется, конечно, выложиться на полную. И потом еще долго в себя будете приходить. Но победа будет за вами. Именно так показали. Еще здесь показан момент, человек в семью возвращается. Но вот кто этот человек? Может быть, это муж, может быть, это кто-то из родственников. Сейчас этого человека нет. Он либо она точно вернется. Вернется. Смотрите, ну вот вы как-то связаны, взаимосвязаны. Ну, либо по судьбе так прописано, да, чтобы вы вот были вместе, рядом были. Нет сейчас этого человека. Может, даже и не знаете, где этот человек, чем занимается, что там в жизни у этого человека происходит. Просто не знаете. Но здесь показано, что человек вернется. Здесь еще про детей показывают. Ну, дети то ли маленькие, то ли взрослые. И с детьми сейчас вот как-то, ну вот как нет взаимопонимания, да. Может быть, дети-подростки. Может быть, ребенок, который ну, не слушается, да, живет вот как ему хочется, да, и делает то, что ему хочется. Может быть, ребенок уже и взрослый, но при этом зависим, например, от каких-то пагубных привычек, назовем это так, да, не будем акцентировать. Кто с этим столкнулся, тот поймет. Вот мне идет человек, ребенок, да, у которого жизнь вот как наперекосяк, либо в какой-то момент сбилась, да, жизнь, и все пошло вот как вне колеи, мне идет так. Знаете, и чудеса случаются, и с вами тоже чудо произойдет, вернее, с вашим ребенком чудо произойдет. И сейчас я вижу, что это ваша боль, это ваше страдание, вы об этом постоянно думаете, у вас сердце болит, кровью обливается. Но придет тот день, придет тот час, когда ребенком своим вы будете гордиться. И когда между вами и ребенком вот все горы упадут, все преграды, все вот это недопонимание, непринятие, это все уйдет. Здесь вот очень теплые отношения между родителями и детьми показаны. И это вам по судьбе прописано. Может быть, ну вот у ребенка вашего такая судьба, да, что нужно шишек набить, чтобы ну, достойную жизнь прожить, да, чтобы четко разделять, где плохо, а где хорошо. Может быть, вы очень оберегали вашего ребенка, и ребенок вот жил в тепличных условиях. Может быть, наследственность дурная, да, ведь разные события бывают, там, в дурную компанию попал, либо ну, в генах есть такое, да, человек, который не может противостоять дурным привычкам, да, вот, ну, бывает. Ну, вижу, что все поменяется. Поменяется, причем вот вы не ждете уже, как, знаете, с болью с этой смирились, но здесь какие-то очень теплые отношения показаны, теплые, добрые. И вот на завесе, можно так сказать, да, ваши дети будут о вас заботиться. Это прописано. Так, и еще кому-то идет переезд. Я так скажу, на прежнем месте вы жить не останетесь, либо долго не проживете. Вам куда-то переезжать, съезжать, другая локация, другой район, другой вид жилья. Может, в квартире живете, будете жить в частном доме, либо наоборот, живете в частном доме, будете жить в квартире. Может быть, даже другой город, другая область.
другая страна, другой континент, да, вот переезд вам показан, переезд для того, чтобы вы могли обрести все то, о чем желаете. Возможно, на прежнем месте это невозможно в силу разных обстоятельств, а возможно, вы сейчас живете, но очень скромненько, либо условия прям, совсем никудышние. Вот. А переедете и заживете по-настоящему. Опять же, вот она, крыша показана. И будете жить в свое удовольствие. Хороший, очень такой позитивный знак. Но почему-то вам сложно будет решиться на этот переезд. Привычка – дело, конечно, тяжелое. Но переезд у вас состоится. Но вплоть до того, что судьба вас сгонит с нажитого места и скажет: нет, иди, там тебе будет хорошо, там тебе будет приятно. Да? Вот как-то так произойдет. Может, необходимость такая возникнет. А может быть, действительно, по собственному желанию скажете: а что, зачем мне отказываться от хороших условий, да, я уже плохие повидала, да, вот так махнете рукой и переедете. Еще тут такой славный знак, как обрести защитника-покровителя. Может быть, это какой-то конкретный человек, может быть, даже какая-то организация, которая будет защищать и покровительствовать. А может быть, речь идет о духовных проводниках и духовных наставниках, о людях, которые ведают, которые могут менять реальность, да? Найти такого человека, к которому вы всегда можете обратиться. Этот человек всегда вам поможет, защитит, почистит, исправит. Да? Вы разные. Из вас конкретного человека-покровителя найдет, да, вот как сильный мира сего. А кто-то найдет очень мощного эзотерика, который вот будет вам всегда помогать, объяснять, исправлять. То есть и так можно прочитать. Еще, мои хорошие, кто зашел на эту отсыпку, вам судьбой долгая жизнь обещана. Вот именно долгая. Причем жизнь полноценная, в здравом сознании, там, без всяких таких вот тяжелых состояний, заболеваний, не в тяжесть, а в радость, как говорится. Уже прописана для вас долгая жизнь. И даже слон про это говорит. Да? Слон ведь очень долго живет. Это очень здоровое и мощное животное. И очень умное, кстати, животное. Именно так знаком показала вас судьба. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.